Доброе утро! На календаре 10 ноября, вторник. Второй рабочий день этой недели. Встречаюсь с вами я, Екатерина Данилова. Найти нужные лекарства в аптеках порой бывает проблематично. Об этом люди пишут в социальных сетях, обращаются и к главе республики. Ситуацию обсудили на совещании в Доме правительства. Глава республики предложил проанализировать ситуацию в аптеках, чтобы понять, как обстоят дела с наличием нужных медикаментов. По словам жителей, нужные лекарства можно найти далеко не в каждой фармточке. А если они есть, то ценник на них высокий. Олег Николаев поручил руководителям профильных ведомств с привлечением специалистов Росздравнадзора промониторить ведущие аптечные сети и обратить особое внимание на частные. Мы слышим из информационных потоков, что такого рода проблемы в целом по стране они имеются. То, что на складах дистрибьюторов накопились эти лекарственные препараты, но при этом сейчас эти вопросы, в том числе на уровне Российской Федерации, расшиваются. И очень важно нам правильно встроиться в этот процесс и обеспечить, чтобы лекарственные препараты в нашей аптечные сети пришли тоже, не то чтобы своевременно, но и в кратчайшие сроки, я бы так сказал. С 2021 года оформить пособие опекунам и попечителям станет легче. Так, со следующего года оформить пособие и льготы для подопечных будет возможно через портал госуслуг. Теперь для получения социальной помощи гражданам не придется предоставлять документы о статусе попечителя или опекуна. Госорганы будут сами находить эту информацию. Нововведение поможет дистанционно оформлять любые пособия и льготы. От детских выплат до разрешений на бесплатную парковку и обеспечения лекарством и лечебным питанием. Фильм «Полем» чувашского режиссера Владимира Синяева стал победителем Чебоксарского кинофестиваля. Съемки фильма проходили в Шумерлинском районе. В центре событий две сельские школы. По сюжету в одну из них попадает десантник, вернувшийся из армии, а в другую – двое сбежавших заключенных. Фильм пронизан добротой и теплом. Он призывает зрителей любить свою родину, то место, где мы родились. Картина конкурса этнического регионального кино, а именно в этой категории была заявлена лента, оценивала авторитетное жюри, мэтры российского кинематографа. «Полем» удостоился главной награды фестиваля – приза «Ане» в номинации «Лучший фильм». Окунуться в сказку, побывать в гуще исторических событий – все это можно сделать на межрегиональном фестивале национальных театров юного зрителя и молодежных театров «Волжская сказка». Он пройдет в Чебоксарах с 16 по 22 ноября. В фестивале примут участие 6 театров из разных регионов страны – Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, а также Чувашии. Зрителей ждет насыщенная программа. Малышам покажут сказки, легенды и хроники из школьной жизни. А взрослые смогут сопереживать героям социальной драмы. Кроме того, в дни фестиваля специалисты театрального искусства проведут лекции, семинары практики, мастер-классы и тренинги по актерскому мастерству. Все мероприятия пройдут при соблюдении рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции. Таковы вести к этому часу. Следите за нашими информационными выпусками, чтобы быть в курсе последних событий. А главное, берегите себя и свое здоровье. Надевайте маски в общественных местах и соблюдайте социальную дистанцию. До свидания.